Делегация Роспотребнадзора покинула территорию Абхазии после 27 июля. Об итогах проведенной работы специалисты ведомства доложили председателю правительства Российской Федерации. На основе материалов проведенной инспекции Михаил Мишустин 1 августа издал распоряжение об открытии российско-абхазской границы. В то же время власти Абхазии сообщили об открытии границы со своей стороны. После официального опубликования столь долгожданной для жителей обеих стран информации через КПП ПСОУ двинулся значительный поток людей. Многие граждане России ожидали открытия контрольно-пропускных пунктов прямо на асфальте. Когда запрет на пересечение был снят, уже за первые 15 минут в сторону Абхазии заехало более 600 автомобилей. Эту информацию оперативно предоставили сотрудники погрануправлений. В Сухуми тем временем проходило заседание оперативного штаба по защите населения от коронавируса. По его итогам было подтверждено, что справки об отсутствии инфекции для граждан обеих стран при въезде на территорию другого государства сейчас не требуются. Разрешить пересечение границ. Это указание уже работает. Мое мнение и мнение членов штаба требовать у въезжающих в Абхазию ковид-справки мы не можем, потому что граждане Абхазии, лица, выезжающие из Абхазии в Россию, не будут с них требовать справки. Вот то, что мы видим из сегодняшних документов. Согласно таможенным данным, более 30 тысяч человек пересекли в обоих направлениях границу между Абхазией и Россией за последние 2 дня. Через автомобильный пункт пропуска с 1 по 2 августа было оформлено около 7 тысяч транспортных средств. Известный факт, что большинство людей, прибывших в нашу республику, это запоздалые туристы. Министерство по туризму Абхазии в режиме реального времени проводит мониторинг ситуации. Большая часть приезжих – это люди в составе сформированных групп. Остальные едут отдыхать, что называется, дикарем. Режим особого контроля введен и на туристических объектах страны. Туристические объекты соблюдают все предписания санитарно-эпидемиологической службы, предписания Минтуризма. Пока у нас вопросов к ним нет. По поводу въезжающих граждан иностранных на территорию Республики Абхазия, Министерство туризма рекомендует при себе иметь маски и индивидуальные средства защиты. Значит, на объектах турпоказа уже дежурят наши сотрудники с целью контроля, соблюдения всех рекомендаций и предписаний. За один только вчерашний день на Вафонскую пещеру посетили более 400 человек. Сегодня билетов было продано в 2 раза больше. В Рицинский реликтовый национальный парк к середине дня 3 августа заехало более 2000 человек. Однако, по словам заместителя министра по туризму, количество людей в 30 тысяч человек не говорит о масштабном наплыве отдыхающих. Данные колеблются в пределах средних летних значений, подчеркивает Дато Каджая. С каждым часом, конечно, поток людей увеличивается, идет загрузка, но пока говорить о каких-то конкретных цифрах, полных загрузках, пока, значит, об этом речи не идет. Прогнозы делать трудно, но по тому, за эти несколько дней, вот как пошли люди, я думаю, что, конечно, какого-то бума уже не будет, потому что сезон уже больше половины как сорван, наверное. Но люди будут, какая-то часть будет, и я думаю, часть сезона состоится. В преддверии открытия границы российские и абхазские специалисты здравоохранения приняли совместное решение, которое говорит о том, что в случае заражения COVID-19 приезжие россияне будут направляться на лечение на родину. В то же время ситуация в местных медучреждениях продолжает оставаться достаточно серьезной. По поводу госпитализации я хотела сказать. Мы учитываем возраст. Молодые люди, да, предположим, как курсанты, да, лежали. Есть такие, которые, например, были носители просто... те, которые носители бессимптомные, но мы их старались не брать. Сейчас мы легкой степени не будем брать, потому что у нас это стационар, практически он теперь уже мы средней тяжести и тяжелый. На 3 августа в Гудаутском госпитале проходит лечение 32 человека. Лишь у одного из этих пациентов инфекция не подтверждена. Люди лечатся в стационаре целыми семьями. Часть граждан находится на самоизоляции. Об этом нам по телефону рассказала главный инфекционист Гудаутского госпиталя Ангелина Оторба. Подтвержденный COVID-31. Задействован инфекционный госпиталь и задействован один этаж основного корпуса, в котором находится на лечении 2 семьи с детьми, маленький, самый младший год 2 месяца, а самым старшему 13 лет. 44 места у нас на инфекционном блоке, которые мы больше будем использовать как реанимационные.
А в основном корпусе пока еще не полностью готово, но планируется. Общий госпиталь должен быть где-то на 300 мест. Персонал как эмоционально, так и физически нагрузка большая, потому что, учитывая, что и время года они работают в противозащитных костюмах, которые чувство перегрева, жара. Специалисты призывают граждан республики соблюдать все меры предосторожности и следовать предписаниям медиков. Однако здесь важно не перейти грань разумного. Зачастую многие люди, которые до этого отрицали существование коронавируса, после случайного контакта с заболевшими молниеносно перевоплощаются в паникеров и своими неоправданными действиями вводят окружающих в растерянное состояние. Именно этого нам и надо избежать. Амелия Бисмарк, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.